Минобороны РФ отправляет узбеков и таджиков на войну. Россия, Кыргызстан. Остатки независимости. Турция депортирует мигрантов из Центральной Азии. Совет всем тем военнослужащим, которые сюда хотят, или пойти на сафари, тут убивать украинцев. Одумайтесь. С начала российского вторжения в Украину российские власти начали мобилизацию. Военкоматы начали активно приглашать уроженцев стран Центральной Азии, которые получили российское гражданство. Параллельно предпринимаются активные попытки вербовки контрактников из среды трудовых мигрантов. Поступает информация о том, что им предлагают съездить в командировку на 2 недели и обещают зарплату от $600 США и перспективу получить российский паспорт за военную службу. Вот уже 3 дня таджики с российским гражданством сообщают о приглашении в военкомат. Сообщает на своей странице в Facebook защитник прав мигрантов Каримжон Йоров. Аналогичное происходит и с выходцами из других стран Центральной Азии. Сардарбек Маматиллаев из кыргызстанского Оша несколько месяцев назад получил гражданство РФ. Он уже отслужил в Кыргызстане, но теперь его принуждают служить и в рядах российской армии. Мне теперь звонят и говорят, чтобы я пришел в военкомат, иначе отберут гражданство. Думаю, что все это из-за Украины. Сейчас на разных сайтах очень много объявлений, где требуются срочники, рассказывает Маматиллаев. По словам Каримжона Йорова, многие мигранты не желают участвовать в этой войне и задумываются о бегстве в другое государство. Спрашивали, что будет, если не пойдем в военкомат или если сбежим в другое государство. Сегодня 3 таджикистанцев спросили, что будет, если откажемся от гражданства России. Какой срок это займет? А один даже готов был предложить деньги, говорит Йоров. Наблюдатели отмечают, что Кремль намеренно привлекает для участия в войне в первую очередь солдат из нерусских регионов – Дагестана, Татарстана, Башкортостана и даже Бурятии. Кроме того, журналисты не обнаружили ни одного факта мобилизации солдат из Москвы. Чечены. Ну, на выгляд чечен, да. Уважаемые коллеги, приветствую участников. Россия вслед за соглашением об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ и с Кыргызстаном. Проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов, передает РИА Новости. Продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией и Арменией, Казахстаном. Проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Кыргызстана доработан и направлен на внутригосударственное согласование, сказал Грехов. Уважаемый господин Лу, дорогие коллеги, Узбекистан заинтересован в наращивании комплексного сотрудничества с США. С учетом дистанцирующихся от нее союзников, Россия активизировала действия по закреплению колониального контроля над странами, не имеющими возможности отстраниться от тонущей империи. Садыр Жапаров, приведенный к власти в Кыргызстане в 2021 году, разумеется, находится под полным контролем Кремля. Именно по этой причине он готов заключать с Россией договора, лишающие Кыргызстан суверенитета. В течение последних недель турецкие власти во время полицейских рейдов в крупных городах этой страны, в том числе в Стамбуле, задержали сотни иностранных граждан, в том числе таджикских мигрантов. Об этом пишет новостной портал Бамдот. Задержанных мигрантов содержат в приемнике для иностранных граждан за Стамбулом. Им грозит депортация или лишение свободы до 1 года за нарушение правил пребывания и трудовой деятельности на территории Турецкой Республики. Один из таджикских мигрантов, проживающих в Стамбуле, рассказал Бамдот, что во время одного из полицейских рейдов был задержан и его брат. Мой брат уже несколько лет работал в Турции. Месяц назад к ним на работу пришли из полиции и попросили их явиться с паспортами на снятие отпечатков пальцев. Несколько таджиков, в том числе мой брат, пошли в полицию с паспортами и пропали без вести на полмесяца. Только 15 дней спустя мой брат смог дозвониться и сообщил, что он задержан и содержится в приемнике за Стамбулом. По словам моего брата, в этом приемнике очень много узбеков, туркменов, кыргызов, а также таджиков, говорит трудовой мигрант. Живущие в
Турции таджикские мигранты говорят, что раньше здесь никто у них документы не спрашивал, и полиция не посещала их места работы, но сейчас постоянно идут рейды по предприятиям, где работают мигранты, а также по местам их проживания. Один из уроженцев Таджикистана, который занимается оформлением миграционных документов для мигрантов из Центральной Азии, сообщил, что все изменилось после того, как в 2022 году в Турции вступили в силу новые миграционные правила. Раньше каждый мог по очень упрощенному порядку подать документы и получить право на проживание в Турции, а сейчас у соискателей требуют, чтобы он был прописан по месту проживания, а владелец квартиры нотариально оформил пребывание иностранцев в своем жилище. Также нужно зарегистрироваться в офисе по занятости. Иностранцам нужно также предоставить справку от главы микрорайона, где они будут проживать. По его словам, сейчас из 10 соискателей максимум 2 смогут получить право на проживание. Риск неполучения такого права особенно высок для тех, кто подает документы в первый раз. Паспорт. Наблюдатели отмечают, что предвзятое отношение турецких миграционных властей к мигрантам из Центральной Азии на фоне крайне лояльного отношения к выходцам из немусульманских стран не является новым явлением. Властям Турции просто намного более интересны упивающиеся и тратящие в отелях туристы, чем единоверцы, приехавшие в последнюю столицу всех мусульман в поисках заработка.